Особенно в годы внутренней войны народ страдал. Продовольствия не хватало, из Душанбе оно не поступало. С подписанием соглашения о мире в сердцах людей появилась надежда. Они больше не увидят войны. То, что произошло, останется в истории. Наступили мирные дни, и жизнь преобразилась. Дружно возьмемся за построение новой жизни. Но одно для меня не ясно. Не знаю, почему правительство района и области не хотело и не пришло навстречу и не участвовало в примирении. Конечно, это вызывает сомнения народа и мешает восстановлению мира. Правительство Таджикистана и президент должны подумать над этим вопросом и скорее решать эту проблему, потому что в этой ситуации невозможно создавать мир. То, что Комиссия национального примирения брала на себя обязательства, постарается выполнить. Когда Саид Абдулла Нури эмигрировал в Афганистан, многие люди ездили туда за советами и помощью. Его уважали и любили, и уважают до сих пор. Встреча с сагдийскими братьями, которая прошла очень тепло и сердечно, состоялась зимой 2000 года. Особенно встречи были впечатляющими в городах Исфара, Истаравшан, Зафаробод и в Матче. Эти люди знали Саида Абдуллу Нури заочно, но после встречи они больше полюбили этого мудрого человека. Исламская партия занимается не только политикой. Она также проводит культурные и научные мероприятия. Также в каждый праздник 9 мая эта партия поздравляет и дарит подарки участникам Великой Отечественной войны. Члены этой партии очень любят встречать и проводить праздник Рамазан. Каждый год, как священный день, в этой партии проводится намаз Тароби. سلام هي المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم В день рождения Саида Абдулла Нури собирается очень много его друзей, родственников
и просто гостей. Они приходят без приглашения, но тепло принимаются. Каждый хочет его поздравить. Член улемов Таджикистана Исмоильджон Пирзода говорит: друзья, каждый из вас приехал сюда издалека. Каждого из вас привела сюда любовь к хозяину этого дома. У нашего уважаемого Саида Абдулло Нури сегодня день рождения. Мы поздравляем его и желаем, чтобы он всегда был здоров. Конечно, его старания привели к миру, и он немало трудится для восстановления республики. Он смог примирить враждующих между собой людей. С помощью этого благоразумного человека эти люди смогли понять друг друга и простить. Он смог объяснить, что война принесет только разрушение и беду. Конечно, объяснить все это было нелегко. Он, рискуя своей жизнью, думал о будущем своего народа. Мысли о независимости и свободе не оставляли его в покое. К счастью, он добился этого. Также все жители нашей Родины и сегодня должны гордиться такими людьми. Вечерний Душанбе очень красив. Люди с радостью гуляют по цветущим улицам и паркам. На их лицах можно ощутить радость и улыбку. Все уже позади. Эти красивые дети с ангельскими личиками, к счастью, не видели этих ужасных дней. Они радуются, играют на этой прекрасной земле. Учащиеся и более взрослые дети видели войну и ее последствия. Они уже знают, что учеба и знания – свет к будущему. И они также знают, что необдуманный шаг ведет к войне, к разрушению. Молодежь очень радуется за свое счастье. Они учатся в вузах, для иных открыты двери новых учебных заведений, колледжи и гимназий. Они могут поступать, учиться и получать любимую профессию. В Таджикистане, особенно в городе Душанбе, в последние годы новые учебные заведения, такие как Таджикско-славянский университет, открыли свои двери студентам. Университет поддерживается Министерством образования России. В этом университете учатся студенты разных национальностей. Они очень дружат между собой. День за днем улучшается работа фабрик и заводов. Фабрика «Ширин» уже имеет свою прежнюю репутацию. Здесь производятся шоколад и конфеты, которые имеют покупателей не только внутри страны, а также за границей.
Таджикистан славится своими плодородными землями. В некоторых регионах в год могут 3 раза получать урожай. Только от доброго отношения к земле может разбогатеть дастархан таджикского народа. Большой вклад вложили в этом мире, в Таджикистане, это президент Республики Таджикистана и лидер оппозиции Саид Абдуллой Нури. Потому что как он дал то подписи, которые они поставили 27 июня 1997 году в городе Москве, посредничестве Ирана и других республик, которые подписали, они стояли на своем слове, и до сих пор в Таджикистане мир. И тот комиссия примирения, который была в Таджикистане, который был назначен его лидером Саида Абдуллой Нури, комиссия с достоинством выполнила свой долг, свою работу, выполнила свою работу, и пошли те вооруженные формирования, которые были в республике от оппозиции, они восстановили вооруженные силы Республики Таджикистан. Здесь тоже большой вклад лидера оппозиции Саида Абдуллой Нури. Человек должен всегда учиться. В хадисе Корана говорится: с колыбели до гроба человек должен учиться. Саид Абдулло всегда учится. Именно учеба привела его к пику успеха. Его знание сделало его мудрым, благоразумным. Саид Абдулло Нури написал ряд своих произведений. В его произведениях пишется о философии, гуманности и любви к родине. Саид Абдулло Нури каждую неделю в Центре Исламской партии Возрождения для тех, кто приходит по своей воле, проводит занятия. Его уроки справедливости и правды. Путь к человеколюбию, дружбе, ко всему человечеству. День за днем все больше и больше людей приходят к нему. Сегодня в Таджикистане живут люди разных национальностей. Они могут свободно придерживаться своих обрядов и обычаев. Двери церквей и мечетей открыты для религиозных людей. В Таджикистане существует свобода религии для каждого гражданина. Таджикистан славится во всем мире горными вершинами, такими как Памир. Эти горы таят в своих недрах очень много полезных ископаемых. Красивая природа и чистая вода, прекрасный животный мир, несколько видов рыб, редких животных, множество фруктовых деревьев. Все эти богатства неисчислимы и являются гордостью края. Всевышний создал людей и природу. Он лучше знает, какие положения и законы лучше для природы людей, а какие препятствуют ее духовному возрождению. Бесспорно, можно сказать, что законы Всевышнего являются вечными. Бог с вами.